В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Мы много говорили о развитии Арктики, но не так много делали. В этот раз дело будет доведено до конца. Айсен Николаев подвел итоги Международного арктического форума. Паводковую ситуацию в Ленске будет мониторить современное оборудование. Здесь устанавливают систему видеонаблюдения. 34 миллиона рублей социальных выплат. Нуждающиеся жители Мирнинского района получат свидетельство на жилье. В Нерюнгри условия для детей, проживающих в доме-интернате, неприемлемы. Уполномоченная по правам ребенка проинспектировала учреждение района. В СУС после 9 класса. Почему алданские школьники предпочитают оставить школу раньше, чем их сверстники? В театре оперы и балета готовится к выходу новая опера «Трубадур» в постановке Сергея Потапова. Международный арктический форум завершил работу в Санкт-Петербурге. На площадках форума Якутия подписала ряд перспективных соглашений, направленных на развитие арктической зоны. Ключевыми стали вопросы состояния экологии, а также развития российской Арктики. В частности, обсудили вопросы строительства зданий в условиях мерзлоты, изменения ее толщины и плотности, механизмы преференциального режима для инвесторов, который предполагает существенное облегчение налогов для новых предприятий и новых проектов в Арктике. Пятый форум, который прошел в этот раз в Питере, арктический форум, прошел он очень успешно, на мой взгляд, потому что, конечно же, самое главное его достижение, то, что президент страны объявил о новой политике по отношению к развитию Арктики, о тех беспрецедентных мерах поддержки инвестиций в проекты, которые будут даны инвесторам в арктические проекты. Мы очень много говорили про развитие Арктики, но, к сожалению, не так много делали. И я считаю, что вот это решение президента, которое вчера уже вечером на госкомиссии под председательством Юрия Петровича Трутнева уже приобрело реальные очертания в виде проектов решений, представленных Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, оно, еще раз говорю, показывает то, что в этот раз дело будет доведено до конца, будут реально приняты решения. И, конечно же, с развитием проектов в арктической зоне Российской Федерации мы все ожидаем, что качественно улучшится жизнь людей в Арктике. Также на форуме Северный флот и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве. На острове Котельный, который относится к территории Якутии, развернута арктическая военная база «Северный клевер». А в поселке Тикси создан новый блочно-модульный военный городок на 100 человек. Вскоре туда заселятся военнослужащие Северного флота и члены их семей. Как отметил командующий флотом адмирал Николай Евменов, с подписанием соглашения начнется качественно новый этап, направленный в первую очередь на развитие арктической зоны и обеспечение национальной безопасности. Соглашение о взаимодействии. Соглашение, оно взаимовыгодное, мне кажется, в первую очередь и для Северного флота, и для республики. Вот. Оно предполагает, что сейчас мы начинаем говорить только о Тикси, что мы размещаем в Тикси одно из своих соединений. Вот 12 числа мы будем открывать городок. Самый такой современный, модульного типа, автономный, на 100 человек. Да, это достаточно дорого, вот, но это как бы первая ласточка. Вот. И мы хотим отойти от принципа или менталитета временщика. То есть не вахтовый метод, а именно постоянное несение службы нашими военнослужащими. Вот. А это предполагает и развитие, это занятость членов семей военнослужащих, это детские сады, это школы. Вот. И мне кажется, что мы не должны быть обременительны не для республики, но и в то же время Министерство обороны, исполняя свои функции именно защиты России с арктического направления, вот, предполагает то, что вот эта сеть наших городков, наших, я говорю, не только вооруженных сил, но я и говорю, это республиканские уже будут городки, сеть городков, и вот начало в Тикси. Мне кажется, что проведение учений, наличие военных городков, частей, военнослужащих, членов семей военнослужащих послужит общему благу и республики, и вооруженных сил.
Еще одним итогом Арктического форума стало то, что Якутия подаст заявку на создание научно-образовательного центра. Глава республики выразил заинтересованность в создании такого центра в столице региона, несмотря на большую конкуренцию. В рамках нацпроекта «Наука» планируется создать не менее 15 центров мирового уровня. Айсен Николаев отметил поддержку руководства Академии наук Российской Федерации в части создания определенного центра по исследованию поведения материалов, технологий и живых организмов в сверхнизких температурах. Актуальные изменения налогового законодательства обсуждают на форуме Федеральной налоговой службы. Его открытие состоялось сегодня в Якутске. Также участники рассмотрят вопросы взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества, а также внедрение в повседневную практику электронных сервисов и услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой. Основной задачей мероприятия является повышение налоговой грамотности населения республики и развитие системы добровольного соблюдения налогового законодательства. На сегодняшний день изменений в 2019 году достаточно много, но один из глобальных вопросов – это повышение НДС 20%, ну и то, что плательщики единого сельскохозяйственного налога стали плательщиками тоже НДС. Сегодня Федеральная налоговая служба – это современное инновационное ведомство, которое направлено именно на повышение комфортности услуг и бизнеса, и для уплаты налогов, и для бизнеса, и для граждан. Систему промышленной безопасности совершенствует в Айхальском ГОКе компания «Алроса». Теперь в комбинате действует единая служба. Работают 4 отдела, это 27 специалистов, которые выполняют разные функции. Обучают персонал, организовывают медосмотры и осуществляют контроль за промбезопасностью на объектах. Тему продолжит Оксана Мезенцева. Водители, токари, слесари и работники разных подразделений Айхальского ГОК сегодня не на своих рабочих местах. Собрались в одном месте в специально оборудованном классе на базе автобазы. Теперь именно здесь работники разных цехов проходят вводный инструктаж по охране труда. В классе могут заниматься одновременно 16 человек. Для удобства работников персональные компьютеры, проектор и другое оборудование. Мы планируем в течение апреля-мая уже полностью перевести все классы по охране труда. В данный момент они это ТТ-1 и рудник Айхал, карьер юбилейный. Перевести на базу АСМТ. Там будет 2 класса, в каждом по 14 рабочих мест. Соответственно, 3-й класс – это чисто для проведения вводного инструктажа. Там будет 4 рабочих места. С 2018 года в Айхальском комбинате работает своя служба производственной безопасности. Действуют 4 отдела, 27 специалистов выполняют разные функции. Обучают персонал, организовывают медицинские осмотры, готовят заявки на средства индивидуальной защиты и осуществляют контроль за промышленной безопасностью на объектах. Создан единый архив службы, общая база по охране труда. Было создано 2 экрана. Экран обучения и аттестации персонала, как РСС, так и рабочих. Также экран, который показывает именно порядок проведения целевых проверок. На охрану труда в 2018 году в Айхальском комбинате потратили 263 миллиона рублей. На приобретение СИС и спецодежды – 65 миллионов. Проведены медицинские осмотры, работников за труд во вредных условиях труда обеспечивали спецпитанием и молоком. Установлено 8 аппаратов электронной системы медицинского осмотра. Проводятся в комбинате и промышленные испытания спецодежды и средств индивидуальной защиты. Работники проверяют новые модели на прочность в самых разных условиях. Так, полгода слесари ремонтного цеха тестировали более 30 различных моделей. Респираторы, перчатки, спецкостюмы испытывали и в шахте, и в карьерах, и на фабриках. Перчатки удобные, да, качественные. Инструмент держит, руки не потеют. Самое главное, что в нашей специальности побольше таких качественных вещей. В 2019 году в Айхальском ГОК планируют организовать единый центр обучения и подготовки персонала в области охраны труда. Также одна из задач – это разработка и внедрение электронной системы учета всех технических устройств комбината. А на руднике Айхал сегодня уже начали испытывать пилотную версию трехуровневого контроля за промышленной безопасностью. Позже новую систему внедрят на всех объектах комбината. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Ленском районе появится современная система видеонаблюдения для того, чтобы следить в режиме онлайн за населенными пунктами во время паводка и пожароопасного сезона. Как работает видеотехника в сельских условиях, проверила Анна Кожевникова.
Для отслеживания за ситуацией на реке во время паводка и контроля за безопасностью в селе Артанахаринская администрация закупила современное оборудование. Купольная управляемая камера на 360 градусов установлена на этой вышке. Как на ладони, все село теперь под видеонаблюдением. От бдительного ока современного оборудования не укрыться. А управляют этим чудом техники из теплого кабинета администрации Артанахаринского наслега. Здесь на мониторе можно приблизить любой объект и укрупнить изображение. Качество картинки позволяет даже рассмотреть клеймо на теле лошади, пастущейся на том берегу реки. При этом камера легка в использовании. Она как бы не требует обслуживания 24 часа в сутки. То есть она работает в работе и все. То есть, если сломалась, нам делается заявка, мы ее исполняем, соответственно. Если какая-то поломка. Если требуется замена, мы заменяем оборудование какое-то. Артанахаринцы стали пионерами в этом новом направлении деятельности телецентра. Мы уже 3 населенных пункта в Ленском районе сделали. Это поселок Южная Нивя, это поселок Артанахара. И в этом году планируем поселок Натора. Это бесспорно дает возможность главам администрации оперативно реагировать на какие-то ситуации чрезвычайные. Сегодня в нашем плане нашего предприятия, чтобы таких возможностей было больше. Сегодня планируем, чтобы эта информация выходила на службу ИДДС. И служба ИДДС в случае каких-то чрезвычайных ситуаций в этих населенных пунктах могла визуально видеть, что там происходит. Особенно это касается периода ледохода. Глава наслега отметил, что на собственном опыте убедился о необходимости таких мер безопасности и планирует установку подобного оборудования в Чемче. Допустим, в прошлом году у нас был пожар рядом с селом Чемче, в 5 километрах. Тоже изначально это хорошо, что обнаружили местные рыболовы-охотники, вовремя заметили и буквально ликвидировали всем населением в течение суток. Так что и села Ленского района развиваются в ногу с технологическим прогрессом. Трансляция в режиме онлайн дает преимущество, особенно при возникновении каких-либо ЧС и правонарушений. От зоркого глаза камеры не укрыться ни пожаром, ни затором на реке, ни нарушителям. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, НВК Саха-Ленск. Более 34 миллионов рублей социальных выплат на жилье получат молодые семьи Мирнинского района в этом году. Как сообщили в администрации, поддержку получат 32 семьи. Программа обеспечения жильем молодых семей работает в районе с 2011 года. За это время 453 семьи получили выплаты на общую сумму 257 миллионов рублей и смогли улучшить свои жилищные условия. В этом году свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получены в начале апреля. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Нерюнгри условия для детей, проживающих в доме-интернате, неприемлемы. Уполномоченная по правам ребенка проинспектировала учреждение района. В СУС после 9 класса. Почему алданские школьники предпочитают оставить школу раньше, чем их сверстники? В Театре оперы и балета готовится к выходу новая опера «Трубадур» в постановке Сергея Потапова. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Одиночный пикет напротив мэрии. Мужчина, доведенный до отчаяния равнодушием городских властей, пошел на крайней мере. Что заставило инвалида выйти на решительный шаг, разбиралась Сусанна Рожина. Мужчина-инвалид, доведенный до отчаяния равнодушия муниципальных чиновников, вышел на одиночный пикет напротив здания мэрии, пытаясь достучаться до городских властей. Это не первая его попытка. Его семья с 3 детьми соседствует с крысами. Из всего многоквартирного дома только квартира Слабоспицкого признана по требованию прокуратуры аварийной. Но история неоднозначная. Давайте по порядку. Андрей Слабоспицкий ютится с женой и 3 детьми в комнатушке. У Андрея диагноз ДЦП, но болезнь не мешает ему быть примерным семьянином и заботливым отцом. Мужчина доведен до края равнодушием властей не только из-за квадратов, но и состояния дома в целом. Я сейчас хочу, чтобы этот дом признали аварийным и расселили. У Андрея на руках уже имеется решение суда, по которому дом признан несоответствующим для проживания. Но теперь предстоит еще несколько кругов ада, чтобы признала это и комиссия. В этом году расселяют дома, признанными аварийными, только после 1 января 2012 года. Дом, конечно, если был бы признан раньше, в этапе 1 или 2 года, то, конечно, мы дом могли поставить в переселение. Но сейчас, к сожалению, отдельно взятые жилые помещения, квартиры не переселяются по линии фонда.
Сейчас Андрей пытается по мере сил улучшить жилищные условия. У жены во время второй беременности было выявлено редкое генетическое заболевание. Ей по состоянию здоровья нельзя жить в таких условиях. Сама она сирота. Беременная болела же тоже, уже начала болеть с младшим. Я не знала, что у меня болезнь Крона. Мне выявили после того, как я его родила в 2016 году. Я переболела свиным гриппом во время беременности. И вот болезнь Крона у меня проснулась. Она у меня была, но она проснулась. До этого я как бы не осознавала, не знала. Ну и диагноз долго не могли установить. Помимо болезни, семью одолевает и целый клубок жилищных проблем. Дыры есть, а оттуда вылазят крысы вот из-под холодильника. Мы там закрыли, конечно. У нас было в том углу от сырости черви. Выводили, убирали черви. У нас в душевой я не хожу, потому что там тоже черви. Мне просто страшно ходить туда. Там такая антисанитария. Сегодня семье буквально приходится выживать на пенсию по инвалидности в общей сложности в 33 тысячи на 5. Этого едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами. Тем более лекарства у Оксаны дорогостоящие. А сейчас она проходит еще и курс химиотерапии. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Положение детей-инвалидов в Республиканском доме-интернате стало главной целью рабочего визита уполномоченного по правам ребенка по республике в Нерюнгринский район. Анна Соловьева посетила и ознакомилась с деятельностью специализированного центра «Вектор» в поселке Чульма. Здесь образованы все необходимые условия для детей, но несколько замечаний все же есть. Одно из них – разбитый въезд, по которому не могут проехать даже грузовые машины. А вот в Республиканском доме-интернате условия для обучения детей-инвалидов совершенно непригодны. Там воспитывается 160 детей, что превышает вместимость интерната на 30%. Помимо этого, в здании просевшая кровля крыши, на ремонт которой нужно 5 миллионов рублей. Как заверило Министерство труда, этим вопросом они уже занимаются. Детский дом-интернат все-таки должно построить второе плановое здание. Вот тогда мы можем, как говорится, сказать, да, мы для детей создали соответствующие условия. К сожалению, на сегодня ни работникам дома-интерната, ни бедным детям, которые находятся в них, нет тех условий, которые им обязаны предоставить мы по законодательству. В Якутске стартовала 4-я заключительная очная сессия проекта «Медиашкола. Дальневосточный репортер». Этот проект направлен на подготовку и повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, блогеров, а также пресс-секретарей органов власти. В течение 3 дней представители медиасообщества Дальнего Востока будут участвовать в дискуссиях, круглых столах и мастер-классах. Специализацией заключительной сессии стал СММ. Проект появился в феврале 2018 года. В основе его появления, скажем так, стало объявление Дальнего Востока как национального приоритета развития России на весь 21 век. И когда начали анализировать информационное поле Дальнего Востока, стало понятно, что приоритетное развитие Дальнего Востока без, скажем так, информационной поддержки и в данном случае без приоритетного развития информационного пространства Дальнего Востока невозможно. Поэтому проект появился, и вот сейчас уже мы завершаем первый обучающий год, выпускаем наш первый набор. Ежегодно 40% алданских выпускников ограничивают обучение 9 классами. 2019 исключением не станет. Многие ребята собираются продолжить образование в среднеспециальных учебных заведениях. С какими сферами школьники планируют связать будущее и как готовиться к выпускным экзаменам, узнавала Татьяна Вахнина. Почти 500 человек в этом году получат аттестаты о неполном среднем образовании. Ежегодно примерно 40% девятиклассников отправляются в среднеспециальные учебные заведения. Будущее большинство ребят связывают с техническими профессиями. В 2019-м продолжается тенденция последних лет. Дети мотивируют тем, что уже определились, с какой профессией они будут связывать дальнейшую свою судьбу, поэтому и выбирают среднеспециальное учебное заведение. Очень жалко, с ними очень весело. Они у нас очень хорошие, даже не обижают уже. Большинство девятиклассников, планирующих поступать в СУЗы, для сдачи государственной итоговой аттестации выбирают в основном точные науки. Ребята, которые отправляются в 10 класс, наряду с алгеброй и физикой, сдают предметы как естественно-научные, так и гуманитарные. К слову, число сдающих физику в этом году снизилось. Большинство ребят выбрали обществознание, биологию и информатику. Затем по популярности следует география. Готовились я всегда, получается, с учителями и на дому. Настроение очень веселое, но очень волнительно.
Настроение не очень, потому что волнуюсь сильно. Из-за этого я боюсь не сдать. Как бы я материал знаю, но я волнуюсь. Из-за этого я могу переволноваться. Принципиальных нововведений в сдаче государственной итоговой аттестации в этом году нет. Выбор выпускникам предоставляется относительно экзамена по истории. Ученик выбирает, будут ли в заданиях вопросы по истории 20 века или нет. Данное методическое введение связано с дифференцированным подходом к образовательным программам. Настроение работоспособные, они готовятся, они дополнительные берут какие-то знания. Очень много времени посвящают тому, чтобы готовиться к тестированию. Сдают экзамены у нас ребята неплохо, всегда, конечно, волнуются. Бывают не очень положительные моменты, но в дополнительное время ребята все пересдаются. То есть у нас в 9 классах все 100% сдают экзамены положительно. Основной период сдачи экзаменов в 9 классах продлится с 25 мая по 14 июня. А в первый экзаменационный день 25 ребят и девчонок продемонстрируют знания по английскому языку. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске с началом сезона шашлыков особенно актуальными оказались работы местного кузнеца-любителя. Чем уникальны его мангалы, узнавала наша съемочная группа. Двукратный чемпион России по тэквондо Игнатий Егоров по профессии художник-дизайнер. Совсем недавно его новое хобби покорило соцсети. Необычные дизайны, казалось бы, простой вещи, мангал для шашлыков, вызвал восторг у окружающих. В первую очередь я сделал мангал-корабль. У меня мой мангал, который был, он сгорел. Я решил сделать мангал новый. С детства любил корабли парусные, решил сделать корабль. Подумал, я же все-таки художник, надо сделать что-нибудь интересное. Потом корабль сделал 2 года назад примерно. Потом после этого решил новый мангал делать уже на продажу. Думал, решил сделать ретро-автомобиль. Искал ретро-автомобиль и решил сделать так же, как мангал-корабль, точная модель существующий автомобиль. Работу кузнеца-любителя оценили и более опытные коллеги. От себя скажу, что человек очень старается делать необычные вещи, да. И мне хочется, конечно, вот таких работ, чтобы побольше у нас было. В городах по России фестивали есть, а почему у нас такого нету? Как скромный человек, он не афиширует себя. Я только узнал недавно. Нормально же, такие вещи, почему бы не показать народу? Мангал в виде ретро-автомобиля – это не единственная уникальная работа Игнатия. У него во дворе стоит еще одна модель исторического корабля. На нем уже неоднократно готовили шашлыки. Новую же работу мастер пока не использует по назначению. Авто он планирует продать ценителям искусства. Руслан Варламов, Семен Семенов, Якутск. Театры оперы и балета готовятся к выходу новой оперы «Трубадур» в постановке Сергея Потапова. Премьера запланирована к юбилею заслуженной артистки Айталины Адамовой. В связи с этим в Республиканском медиацентре прошла пресс-конференция, посвященная первому международному фестивалю-конкурсу оперных певцов. В фестивале примут участие конкурсанты из Японии, Китая, Монголии, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Якутии. Всего 20 участников. Я здесь оказался несколько лет тому назад. Пригласили меня где-то в 2005, по-моему, 2006 году на постановку, как я уже говорил, оперы «Кармен». Далее я выезжал на гастроли с вашим театром, дирижировал несколько спектаклей. Сегодня нас пригласили на постановку оперы Джузеппе Верди «Трубадур». 19 числа у нас должна быть премьера. Это в преддверии вашего первого международного конкурса вокалистов имени Айталины Адамовой. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.